Это сегодня Даша, заходя в спортивную школу, испытывает чувство ностальгии. А еще 10 лет назад она и подумать не могла, что вся ее жизнь будет связана со спортом. В 7 лет родители отдали Дарью в школьную секцию баскетбола. Затем ее заметила тренер Наталья Ефимова и пригласила заниматься баскетболом уже на профессиональном уровне. Баскетбол, потому что это умная игра, это там нужно принимать быстрые решения, это нужно думать. Ты пришел, там мяч взял, бросал в корзину, ушел, там побегал, попрыгал. Это действительно там нужно думать, и там нужна какая-либо стратегия для того, чтобы забить этот мяч, потому что каждый мяч, он, в принципе, дается нелегко. Ну, так обдумываю иногда, и, в принципе, Наталья Геннадьевна забрала меня к себе и слепила из меня того человека, который я сейчас есть. И в моральном смысле, и в физическом смысле. После упорных тренировок потянулись соревнования городского и республиканского масштаба, где Дарья Еловая выступала за сборную Сибая. 2012 год стал для девушки переломным. Наши баскетболистки отправились на Олимпиаду «Здоровое поколение», которая ежегодно проводится в Верхней Пышме. Дарью заметил тренер детско-юношеской баскетбольной лиги УГМК и пригласил в команду. Поначалу это было вообще другая абсолютно система тренировок, это 2 тренировки в день. И это тяжелейшие нагрузки, к которым просто я не привыкла, потому что здесь давались совершенно другие нагрузки, в Уфе тоже. И вот эти вот нагрузки, это, конечно, поначалу это была истерика: мама, я хочу домой, мам, забери меня. И в итоге она сказала: ты привыкнешь, все через это проходят спортсмены, в итоге все, я смирилась с этим и привыкла постепенно. С каждым разом, с каждым годом все тяжелее и тяжелее, но все равно привыкаешь. Вливаться в новый коллектив, тем более женский, было нелегко, но с этим наша героиня справилась. Основной упор пришлось делать на проявление себя на спортивной площадке, чем Дарья и занялась. Работа над собой и до, и после тренировок, и результат не заставил себя ждать. В команде УГМК Даша стала одним из ведущих игроков. Благодаря этому сезону, наверное, скорее всего, то меня и заметили в сборную России на просмотр, потому что это тренер, который там главный тренер, она тренер Москвы. Московской области, так скажем, города Видного. И, естественно, каждый раз она меня видит, она смотрит, как я играю, и тот рост, который за год произошел, он действительно заметен. То есть вообще не играла, и вот так вот начала играть. И вот она, после этого мне пришел вызов в сборную России, и все, и мы просматривались. В середине июня станет известно, прошла ли наша Даша в сборную России по баскетболу. Это моя мечта, признается спортсменка. Я никогда не думала, что мне покорятся такие вершины. У тебя жизненный девиз вообще какой? Всегда вперед. Вот всегда вперед. Вот как бы что ни унывалось, как бы назад ничего не шло. И все время говорю: вперед, ты уже сколько добилась, уже нельзя останавливаться. Даше 17 лет. В этом году она заканчивает 11 класс. Мечтала стать журналистом, но жизнь расставила свои приоритеты. Она решила посвятить себя спорту, насколько это будет возможно. Тем более есть куда расти и в прямом, и в переносном смысле. Ее рост 193 сантиметра. Даша смеется и признается, что в этом только один минус. Парня найти тяжеловато. Елена Афанасьевна, Асмир Хайдаров, Гульгина Раскилина, телекомпания СТВ.